Как Казахстан проиграл уйгурской автономии, а 200 тысяч казахских гастарбайтеров работают за 3000 юаней. В Казахстане доказанных запасов нефти 30 миллиардов баррелей, что в 5 раз больше, чем в уйгурской автономии. Но сегодня в Казахстане безработица и средняя зарплата в регионах $350. В уйгурской автономии зарплата $1170 и казахские гастарбайтеры на неквалифицированной тяжелой работе. Как же нефтяной гигант Центральной Азии проиграл уйгурам? Рассмотрим сырьевую структуру Казахстана. Нефть – 80% месторождений у Chevron, Exxon, Shell. Уран – 65% добычи под контролем Канады, Франции, Китая. Металлы – Китай и ЕС владеют ключевыми активами. Это классическая сырьевая экономика. Но тем не менее, Казахстану тоже что-то остается. Казахстан получил около $700 миллиардов за годы независимости. На диверсификацию экономики лишь 3%. Это данные Всемирного банка. Куда делись деньги? Пока Казахстан распродавал природные ресурсы, уйгуры строили современную экономику. В уйгурской автономии работает правило: инвестиции, заводы, рабочие места, налоги, новые инвестиции. А в Казахстане по-другому: нефть, деньги, офшоры, откаты, роскошь клана, безработица, нищета. Цифры. В уйгурской автономии за 10 лет построено 17 технопарков. В Казахстане за 30 лет один технопарк в Астане недостроен. В 2023 году 72% бюджета Казахстана – все та же нефть. В уйгурской автономии – менее 20%. Казахстан экспортирует сырую нефть в Европу. Уйгурская автономия – солнечные панели, машины, текстиль и продовольствие. Каждая четвертая солнечная панель в Европе сделана в Урумчи. Каждая третья банка томатов в России – уйгурская. Доля готовой продукции в экспорте уйгурской автономии – 85%. В Казахстане – менее 15%. Казахстан мечтал стать Кувейтом, брал кредиты у МВФ, распродавал ресурсы. $160 миллиардов внешнего долга – это почти 100% ВВП. Итог. Средняя зарплата в уйгурской автономии – $1170, в Казахстане – $350. Утечка мозгов – 500 тысяч специалистов в Россию и ЕС. 200 тысяч гастарбайтеров вынуждены ехать на сбор хлопка и фруктов в уйгурскую автономию. Вопрос: зачем Китаю с его миллиардом населения нужны гастарбайтеры? Ответ: дешево. Казахский гастарбайтер рад получить $600, а уйгур потребует не меньше 1000. К тому же, уйгуры не любят тяжелую, грязную работу. Рабочие, этнические ханьцы из Китая опасаются ехать в мятежную Уйгурию. А казахи едут. Выхода нет, дома столько не платят, к тому же безработица. Вот и растут толпы казахских гастарбайтеров на границе уйгурской автономии. Условия очень тяжелые: 12-часовой рабочий день, 7 дней в неделю, проживание в переполненных общежитиях барачного типа. Часто работают по сомнительным контрактам или вообще без них, медицинского обслуживания и страховки нет. Но казахские гастарбайтеры не жалуются, боятся депортации и потери заработка. Зарплата от $600 до $800, что вдвое выше, чем в Казахстане. Порочный круг замкнулся. Казахстан мог стать энергетическим хабом и торговым мостом между Китаем и Европой, а стал сырьевым придатком и поставщиком дешевой неквалифицированной рабочей силы в уйгурскую автономию. Казахстан сидит на океане нефти, экспортирует сырье и гастарбайтеров, а уйгурская автономия с лужицей нефти экспортирует товары и современные технологии. Нефть под ногами не равно богатство народа. Разница в элитах, которые либо строят заводы, либо грабят страну вдоль и поперек. Причина отсталости – воровство и коррупция. В Китае за взятку – от 20 лет до расстрела. А в Казахстане, с таким подходом, хоть $1 триллион, будет сверкающая Астана для чиновников и нищета в аулах для простых людей. Вот и выстраиваются толпы низкоквалифицированных казахских гастарбайтеров на границе уйгурской автономии Китая.